PFL yoki OFA o'ziga oladigan joyiga-da O'zbekiston 24 kanal deganingizga. Редактор и главный режиссер телеканала «Спорт», упрекнувший главный телеканал «Узбекистан-24» в необъективном освещении наводнения в Сырдарьинской области, освобождены от занимаемых должностей. Об этом пишет информационное агентство «Фергана» со ссылкой на собственный источник. Жамалиддин Бабаджанов и Бабур Акмалов в ходе передачи «Футбол Плюс» в эфире радио «Ориат Доно» раскритиковали телеканал «Узбекистан-24» за приукрашивание текущего положения на Сардобинском водохранилище. По словам режиссера телеканала «Спорт» Бабаджанова, посмотрев сюжет про прорыв дамбы, он подумал, что сардобинцы радуются наводнению. Редактор «Спорта» Акмалов с ним согласился, сравнив показанных телеканалом счастливых узбекистанцев с гражданами Северной Кореи. bilan suhbat bo'lgan ekan, uyini suv bosgan odam bilan suhbat bo'lgan ekan. Bizning prezident oldiga olib chiqishmadi debdi-ku. O'qidingizmi? Televizorda chiqqanlar hammasi uyiga suv yetib bormay, umuman boshqa tomonda yashaydigan odamlar. Ko'rdingizmi, televizorda hamma xursand-xarsandchilik bilan ana prezident kutib oldi-yu. Haqiqatda ularni ko'rsangiz, bular bir Shimoliy Koreya fuqarolar deb o'ylaysiz-da. Uyini suv bosgan odam unaqa baxtli ko'rinmaydi-da yuzi. Gul tabassum yuzlarda, hammasi semirib yotgan, hozir osh yeb chiqqan yuzlari qip-qizil, tirsillab turgan. В ответ глава национальной телерадиокомпании Алишер Хаджаев обвинил спортивных журналистов в нарушении корпоративной этики, а также в неуместной критике деятельности большого коллектива, в котором они работают, с платформы другого СМИ в период испытаний для страны. Позже все материалы полемики были удалены из мест их первой публикации. Напомним, что 1 мая этого года в результате прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище несколько населенных пунктов Сырдарьинской области оказались затоплены. Волной смыло дороги и мосты, пострадали жилые дома и инфраструктура.